Чувашии стартовали масштабные командно-штабные учения. Экстренные службы отработают свои действия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Предстоящую тактику обсудили на совещании в Доме правительства. В Главном управлении МЧС России по Чувашской республике жителей просят сохранять спокойствие. Все действия условны. Ключевая задача экстренных служб – предупреждать чрезвычайные ситуации. Работа и учение в интересах того, чтобы мы посмотрели, как на сегодняшний день все органы власти, в том числе и территориального, федерального, понимают цель и задачи, которая стоит в вопросах мирного и военного времени. Потому что много чего поменялось за последние 1,5-2 года. Даже изменилась стратегия, тенденция выполнения мероприятий гражданской обороны. Командно-штабные учения пройдут в Чебоксарах и Новочебоксарске. Экстренные службы отработают практические действия при взрыве бытового газа в жилом доме. Локализуют условный пожар в театре юного зрителя, эвакуируют пострадавших. Спасателям предстоит ликвидировать и разлив опасных химических веществ. По легенде, крупная чрезвычайная ситуация произойдет из-за схода вагонов с хлором с рельс. Старт учениям дал и глава региона. Командно-штабные учения для нас, прежде всего для правительства Чувашской республики, имеют очень важное значение. Хотя мы и проводим большую работу как внутри правительства Чувашской республики совместно с муниципальным образованием, ну и, конечно же, с территориальными органами федерального правительства, прежде всего с Главным управлением МЧС по Чувашской республике. Но, тем не менее, мне кажется, когда на все эти мероприятия есть комплексный взгляд, тем более взгляд со стороны, это очень полезно и необходимо, прежде всего для того, чтобы получить такую независимую экспертизу, как сейчас это принято говорить, ну и соответствующим образом, с одной стороны, продолжить ту работу, которая у нас налажена. Оценку действиям экстренных служб республики даст начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области. На рабочей встрече с Олегом Николаевым Валерий Синьков отметил, что вопросам улучшения гражданской обороны регионы должны уделять пристальное внимание. Команда, которая приехала, в целом цель ее одна – научить, подсказать, что-то исправить, сделать выводы и на будущее выставить то, что позволит вам быть спокойно за это направление. То есть, потому что мы сами понимаем, что вопросы безопасности – это не праздные вопросы, и комплекс мероприятий, которые планируются, и мы для каждого региона понимаем их реализацию, он достаточно затратный. Но хотя бы тот механизм, который сегодня выставлен в республике, мы на него посмотрим, дадим свои рекомендации и, в первую очередь, выстроим алгоритм работы на будущее региона в вопросах безопасности. Я думаю, это очень будет полезно и для нас, и для вас. В этом году мы будем подводить итоги в Пермском крае, на который планирует участие и министр Куренков, и в том числе полномочный представитель президента. Это будет такое коллектив. Учения экстренных служб продлятся 3 дня. Надежда Морозова, Дмитрий Ковалев, Павел Редков. Национальное телевидение Чувашии.